После захвата террористами Дома печати был нанесен значительный урон сооружению, но по поручению главы республики буквально на следующий день на объекте начались восстановительные работы. Около 500 человек круглосуточно трудятся в 3 смены. На каждом этаже более 40 рабочих бригад – слесари, монтажники, сантехники и сварщики. Особенно сильный удар пришелся по 6 и 9 этажам. Здесь впоследствии пожара было нанесено больше урона. Однако реконструкция предполагает полное изменение внешнего вида сооружения. Вентиляция и отопление уже приведены в порядок. Полным ходом идет и застекление, из чего и состоит каркас здания. С нетерпением ждут возвращения в родные стены и работники Дома печати. Мы тоскуем, правда, по своему Дому печати. И каждый раз поочередно ездим туда, смотрим, фотографируем, но тоска все равно в душе остается, как бы быстрее пойти в свой родной очаг. И мы надеемся, что наш дом печать будет намного красивее, краше, чем раньше. Впоследствии нападения бандитов также пострадала и 20-я школа, в которой тоже на следующий же день началось восстановление. За 10 дней работы удалось почти полностью заменить кровлю и каркас учебного заведения, а также внутренние отделочные работы. Проводится полный ремонт здания. Бехкан Каримов работает плиточником с первых дней. В свои 18 лет делает работу быстро и качественно. Первый день собрал бешу самета плиткати, шуса тана результаты иногда в реконструкции 20-й школы тоже задействовано немало людей. В отличие от Дома печати, здесь работают всего 2 смены. В первые дни учащиеся школы сами принимали участие в восстановлении своего второго дома. Здесь до сих пор хрустят осколки битого стекла после трагических событий 4 декабря. Но в скором времени все это отправится на мусорную свалку, и 20-я школа обретет совсем новые очертания. Чеченская республика процветает с каждым днем, даже в самых отдаленных ее частях, а жалкие попытки террористов изменить это, как обычно, обвенчались неудачей. Теперь же, благодаря ускоренным темпам работы, объекты ожидают сдачу до начала праздников. Амир Тазуркав, Адлан Устарханов, Сайдамин Мирзаев, Вести, Чеченская республика.